Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня наш проект «Мы вам покажем» находится в прекрасном городе Мирный. А конкретно мы находимся в Мирнинском театре. И сегодня я хотела бы узнать как можно больше интересных фактов о такой интересной профессии, как постижер и художник по гриму. И в этом мне поможет специалист в этом деле, но обо всем по порядку. Здравствуйте! Здравствуйте. Знакомьтесь, уважаемые телезрители, перед вами человек, который знает все о париках, о гриме и вообще о жизни актера, да? В целом, наверное. Ну, конечно, не все. О гриме, о подготовке к выходу на сцену, да, конечно, кое-что знаем. Это Лариса Николаевна Неклюдова. Она является художником по гриму, а также постижером. Возможно, многие из вас спросят, что же такое постижер. На самом деле все очень просто. Это специалист, который работает с волосами, правильно? С париками, если быть точнее. С париками, с волосом, с изготовлением бороды, усов, бакенбардов. Ну и так далее, и со всеми постижерными изделиями. Вот, собственно, мы как раз и потревожили, да, вас за работой. Вы сейчас делаете... Я готовлю постижерные изделия, которые у нас на выпуске спектакля на Бойком месте нашего прекрасного режиссера-постановщика Андрея Габышева. И вот в данное время главный художник Андрей Волков предоставил нам эскизы для выполнения образа в новом спектакле. Здесь должны быть у нас бороды, одна борода, 3 усов и бакенбарды. В данное время я этим занималась. Ну, очень увлекательный процесс, да, у вас вообще ваша работа, наверное, очень увлекательна. А сразу возникает вопрос, где вы этому обучались и вообще как попали в театр? Это такая история. По приезду в город Мирный я в 2000 году. Я работала с 2000 года по 2008 год в Центре образования преподавателем парикмахерского искусства. Когда театр в 2008 году открывался, меня пригласил прекрасный человек, наша бухгалтер, которая была здесь, Елена Вилорьевна. Пригласила поработать, попробовать себя. Конечно, было очень страшно, потому что немножко другое направление, волнительно было, но при этом я согласилась. Потому что было интересно, как это работать с артистами, с такими звездами, тем более сказали, что к нам в театр открылся и приехали замечательные, заслуженные артисты Республики Саха-Якутия. Это была Мамлеева Татьяна, Заманков Владимир Анатольевич, который и по сей день работает у нас в театре. Вот, естественно, я согласилась, но мне пришлось, конечно, проходить обучение. У меня там лежат сертификаты. Я в 2010 году в Новосибирске обучалась. В 2010 году у меня сертификат. Искусство грима, художественный грим и сценический грим. И уже в 2011 году... Грим и спецэффекты. Да, грим и спецэффекты. Ну, а по парикмахерскому искусству, конечно, у меня и в Долорес у меня там курсы есть. Ну, то есть это уже для себя лично. И вот вы уже, получается, в театре работаете... 15-й год. 15-й год. И вы здесь единственный специалист в этой сфере? Нет, нет. Со мной работает Лена Миронова. Она пришла немного позже меня. У нее тоже вот ее почетная грамота есть. Она тоже прекрасный специалист тоже по гриму. И так же, как и я, мы вместе выполняем и постижерные изделия. Ну, то есть трудимся вместе, готовим вместе, да. Так, смотрите. В данное время ее нет, вот буквально она вышла. Смотрите, видим здесь усики, да? Усики бывают разные. Хотелось бы узнать, откуда волосы-то берем? Так, волосы мы со своей вот сотрудницей, ну, то есть по цеху, с Леной заготавливаем самостоятельно. Конечно, у нас есть искусственный каниколон, который мы заказываем. Вот, допустим, мы его приобретаем, искусственный каниколон, смотрим, конечно, на качество, потому что это будет зависеть, какое качество будет
пассажирное изделие. Мгм. Его выправляем, выпрямляем. Утюжками, как вот, Да, всё как у людей. конечно, все просто. Да, всё Утюжком как- вы приняли каниколон и всё. затем, а Всё как вот мы усики из- загибаются Мы вот так? изготовляем. А у нас есть специальные инструменты для этого. Мгм. Утюжки различные электрощипцы. Вот, допустим, эти электрощипцы самые тонкие, которыми мы делаем форму любым пассажирным изделием. То есть, допустим, мы можем и накрутить любой локон, и также усы, бороду и все остальное привести в полный порядок. Например, просто берем. Но прежде чем, допустим, перейти к форме, когда нам приносят эскизы, Мгм. тут работы дорабатывать приходится очень-очень много. Сначала держим под прессом, потом выправляем, потом делаем форму, стрижем. Вот, допустим, я сейчас стригла вот эти верхние усы, потому что именно такой образ будет у Руслана Квашнина. Мгм. А вот сегодня мне уже дали задание другие изготовить. Тут форма не доделана, сейчас работать нужно часа 2. То есть 2 часа нужно, а вообще в целом Нет, усы сколько? конечно, это нет. Изготовление усов, от 3-2 дней. 3-2 Да, дня конечно. делаются одни да, усики? Да, конечно. И Представляете? для того, чтобы их подготовить, подогнать именно, чтобы под образ тот, который хочет художник, главный художник театра, естественно, мы работаем и с художником, и с артистами, то есть и примерка, и на нем. Вот сейчас, допустим, я Примерка подстригла. усов, как звучит? Подстригла в данное время. Потом приходит артист, мы примерим, посмотрим, покажем образ главному художнику. Если художник доволен, действительно должны быть именно такие усы, либо бакенбарды, либо борода, тогда, конечно, уже готово пассажирное изделие. Если нет, то мы доделаем. Вот это как? Это на капрон или на что? Вот, Да, почему да, вот это прям видны сетка. луковицы все? Как это Потому вы что делаете? Это плетение на специальном станочке. Мгм. Хорошо. А вот вы сказали, что вы работаете с искусственным волосом. А Да. сразу возникает вопрос, а с натуральными-то работаете? Да, конечно. А где их берете? В Натуральный волос. парикмахерской. То есть вот так, наверное, все парикмахерские в Мирном обходите, хорошие, или вам звонят, наверное, когда хорошие волосы стригут? Да, конечно, мы состригаем волосы, иногда и сами состригаем, иногда забираем, просим, иногда и приобретаем. Конечно, хорошие волосы на вес золота. На вес золота. Дорогое Конечно. удовольствие, да? Стараемся, так как у нас город небольшой, стараемся договориться. Не очень дорого. А вот если, допустим, визуально, можно сразу, вот вы уже различаете сразу, да, где натуральный, где Конечно, искусственный, да? конечно. А вот нам, как зрителю, это, думаете, будет сложно определить, да? Сейчас Я думаю, что да, есть хорошего качества каниколон, который очень сложно отличить от натуральных волос. Легко узнать, каким образом. Мы проверяем, допустим, даже зажигалкой. вот, проверяете. То есть Конечно. запах должен быть, Нет, он сразу плавится. да? Плавится. Искусственный волос. Любой каниколон, даже самого хорошего качества, он будет плавиться. Смотрите, значит, возвращаясь все-таки к качеству волос, можно поджечь и плавиться, да? Натуральный он не будет плавиться? Нет, конечно. Будет гореть. Ну, сколько в среднем живет парик в театре? Год, 2, 3, 4, 5? Есть парики, которые живут как и столько, сколько я работаю, допустим, 15 лет. 15 лет есть парик, это который? Да, конечно, вот этот парик 15 лет ему. И он вот в таком хорошем состоянии? Как бы ухаживаем, да, конечно, восстанавливаем. Это натуральный волос? Часто стираем. Да, это натуральный волос. Это натуральный волос, но он уже такой, понятно, немножко уже от времени. А есть ли какие-то, допустим, Вот натуральный истории? у нас, вот натуральный, но извините, что после сказки не постиран, потому что вот сказка была и немножко другой работой была занята. А вот бывают ли какие-то интересные истории, связанные вот с париком? Может, какие-то мистические? Это же все-таки энергетика. Вот многие даже же верят в то, что вот с расчески нужно снимать и ни в коем случае нигде не выбрасывать, а копить, вот так шишечку собирать, потому что это вся твоя энергетика, вся твоя сила. Вы правильно сказали.
Когда мы расчесываем парики и даже когда расчесываем артистов, кстати, мы стараемся работать расческами из натуральной щетины. То есть это щетина из волос дикого кабана. Это лечебная щетина. То есть, ну вот, и для начесывания, и для расчесывания. Также мы этими расческами ухаживаем за париками. Естественно, при расчесывании натуральных волос и также и артистов мы стараемся собрать волосы и, допустим, какую-нибудь подкладку, шиньон потом уже подкладываем. То есть, ну, чтобы не было, как вы говорите, не выбрасывать. Так, а вот когда вы спросили, есть ли какая-то история мистическая, есть. Ну, может быть, и печальная. Когда я начинала работать, первые года у нас была сказка замечательная «Иван-царевич и серый волк». И мы вот этот парик который, вот, возили на гастроли. Третий, да, вот француз он. Вот с этим париком у нас есть такие истории. Он немножко, ну, вот, со сказки. Играл первый артист Мельников, потом другие артисты. И вот, понимаете, как приезжаем на гастроли, ну, это было первые годы, я считала, может быть, все-таки это мое какое-то было упущение. Несмотря на то, что, допустим, когда собираемся, все проверяем, чтобы ни в коем случае ничего не забыть. И этот парик у нас дважды оставался на гастролях. То есть вот убегает от вас, можно Да, сказать. несмотря на то, что я говорю, что мы проверяем абсолютно все. То есть Всё, вот что мистика, привезли. да, с ним? Странно Однажды как-то, да? нам его, сейчас скажу, в 2009 году мне пришлось его забирать из Светлого. Вот так вот, да? А можно посмотреть, что внутри, вот как, что там Да, внутри у конечно. него? Это Этот всё-таки парик он у нас готовый пришел, нам его прислали из Якутска. Тогда вот, когда я еще только начала работать, я понятия не имела, как работают с париками, с постижерными изделиями, пока я сама лично не прошла обучение. Я, конечно, работала с волосом, работала с лицом, но изготовление постижерных изделий, конечно, я тогда еще не делала. А есть вот какие-то, может, новые технологии сейчас? Вот парик, который уже сделан по каким-то, может, новым технологиям, может быть, с помощью новых каких-то материалов. Вот показать зрителю, чтобы было понятно, шагнул ли постижерное искусство вперед. Мне кажется, все то же самое. Все то же самое? Да, конечно, может быть, возможно, только сетка стала немножко другая. А да, так конечно. И не делают, допустим, таких швов, как делали раньше. Тогда, конечно, парики, которые делались, вы сами видите. Вот эти швы, да? Да, были такие конечно, хорошие? да. Это были швы прям, ну, понятно, тоже надо стирать. Постижерные изделия, почему я сказала, у нас просто уже многолетняя жизнь, некоторые уже переделаны, перешиты из одного в другой, из другого в третий и так далее. После каждого спектакля мы обязательно ухаживаем за париками. Каким образом? Так как, ну, понятно, что все мы люди, и бывают сказки, где артисты, допустим, вспотела голова, или, допустим, забрызгали лаком, где-то попадает грим. Мы всегда моем, стираем, Чем? Интересно, моют парики в накручиваем. театре? Какие-то специальные средства Нет, или все опять как у людей? Все, Шампунь? конечно, как у людей, да, конечно, у нас хорошего качества шампунь, но мы пользуемся с Йос, стараемся. Парики сначала изначально расчесываются, затем замачиваются в мыльной воде, и затем под проточной водой хорошо прополаскиваются. Это независимо от того, парик из натуральных волос, либо это из искусственных волос. Все, уход абсолютно одинаковый. Конечно, потом применяем бальзам тоже хорошего качества, потому что если бальзам плохого качества будет,
просто мы не расчешем потом парик, особенно искусственный. А если говорить все-таки о проблемах, которые возникают с париками, это, наверное, в первую очередь, если они запутались и появились ужасные колтуны. Здесь какие могут быть Конечно, советы? как и с любым искусственным париком, эта проблема существует. Конечно, при расчесывании, как вы говорите, колтуны появляются. Мы берем, моем, стираем, ну, то есть прополаскиваем. Стираем, это я уже так говорю. Никто ничего не стирает. Все промываем. Сушим, не феном ни в коем случае. Все мы вешаем на свои подставочки, высыхает волос, допустим, расчесываем. И если колтуны, как в обычной жизни, берем ножницы и попрядно. Там кусочек вырезали, здесь кусочек вырезали. И то есть парик со временем становится Со временем, как в жизни, объемом меньше, все верно. меньше, да? Да, все верно. Вот смотрите, допустим, вот серый парик у нас, он, конечно, уже только под кепку. Красный, ну, бывают сильно уже замученные парики, но все равно, ну, хотя бы для материала используем. Вот Стараемся не выбрасывать. Это же Так, это у нас работала... сказка, наверное, какая-нибудь. Да, артистка, которая сама была режиссером спектакля. У них был спектакль, она шила из ниток этот парик. То есть и такие Мария. парики. Да, ну это да, такие вот парики, конечно, да, бывают Вот мы разные. видим здесь, это же тоже какой-то рода парик, да? Это Да, что конечно, вот, кстати, тоже история тоже есть у нас. Это из Олонхо. да. У нас мы такие косы плели. Из ткани сделаны. Из ткани, конечно, из органзы. Такие шапочки тоже делали, и были косы для девочек. Потом сейчас у нас в нескольких спектаклях такие косы были. Ну вот, когда необходимо и срочно нужно что-то сделать, и если это сказка какая-то, или такой образ, который позволяет выполнить, допустим, такую работу, ну, выполняем и такую работу. Лариса Николаевна, но, так сказать, с волосами примерно разобрались. Как вы работаете, мы видим здесь у вас прям одних только усиков. Сколько у вас тут? У нас очень много. Смотрите. У нас в коробках усики хранятся, мы их специально, А да, усики-то конечно, и кучерявые бороды. бывают? Конечно, это зависит от образа, это зависит от волоса. На любой вкус и цвет. Представляете, и блондинчик, и брюнет, да, у нас здесь Конечно, есть. да, и И различные густобровый, виды бород, усов. и кучерявый. А вот здесь я вижу тоже интересный такой экспонат стоит. Это что, борода? Это сказочная борода наша, да. Она немножко слежалась, поэтому я ее сейчас Распушить да, должна распушить, привести в полный порядок, для того, чтобы она была готова Я бы вот к выходу подумала- на сцену. А я бы подумала, что вот это уже нужно утилизировать, как будто она такая Нет, старенькая-старенькая. ни На в самом коем деле. случае. На самом деле это нормальная борода. Просто, конечно, сейчас вот она лежала в коробке, мы ее в данное время, вот она сейчас отвисится, мы ее приведем в полный порядок. И когда наш артист выйдет на сцену, это будет натуральная, красивая, естественная борода. Главное, попала, чтобы к мастеру, да, все, и все можно сделать с волосами, да? Конечно, абсолютно. Лариса всё. Николаевна, поговорили о волосах, давайте поговорим о гриме. Давайте. Все-таки это ваша еще одна специальность, которой вы мастерски владеете, коль уж работаете в театре, да? Основная. Основная. Давайте посмотрим, с чем работает гример в театре вообще. И, может быть, на мне что-нибудь да, здесь покажете. Давайте я вам покажу, как, например, мы выполняем какой-нибудь шрам. Давайте, сделайте мне какой-нибудь ужасный шрам на руке. Хорошо. И проверяем на аллергию. Вот сейчас, допустим, мне хватит несколько минут, чтобы увидеть, что у вас все нормально. Отлично. Вот я вытерла все лишнее с вашей руки, для того, чтобы клей хорошо прилипал, так как у нас ватка. Ну, также мы делаем, есть, конечно, у нас там всякие силиконовые накладки и все остальное, а я вам покажу самый простой метод, который, ну, выполнение, допустим, можно выполнить из самых подручных средств. Это, допустим, вата. Ну, так как у меня ваты сейчас близко нет, я могу это сделать из ватного диска.
медицинским клеем я с вами работаю, потому что я не знаю, какая у вас реакция, допустим, аллергическая будет или нет. То есть это медицинский клей просто? Да, медицинский клей БФ, который будет очень хорошо держать. Потому что это как бы никакой аллергии нет. Ну, я уже проверила. А сложно ли делать, вот, допустим, образ из молодого человека в старика? Ну, для нас нет. Нет? То есть вот эти морщины, вот это полностью все Нет. лицо, да? Конечно, у нас сейчас такие технологии, когда современные есть средства, когда наносишь, и кожа Старится. старится, да, конечно. Но у нас не всегда, конечно, такие средства есть, поэтому нам приходится делать это гримом, конечно. Да, теперь мы должны подобрать тон кожи. Немножко волос попал. Так как мы делаем рваной, как вы говорите, кожа должна быть такая обескровленная вокруг сначала, как бы, потому что растушевываем, потом мы будем еще и тени применять, и там тени, румяна. Вот так вот, чтобы И сделать всё один вот остальное. такой шрам, сколько работы кропотливой, да? Ну да, это маленький, конечно, шрам. Бывают шрамы на все лицо, прям такие объемные на теле. Серединка уже другой шрам. Ну да, конечно, потому что наносим кровь жидкую, там уже будет, конечно, эффект другой. Театр любим, ценим, с огромным удовольствием идем на работу, потому что у нас замечательная труппа, прекрасное руководство. Не от каждого человека услышишь вот такие золотые слова. На работу идем с удовольствием. Да, мы идем на работу с огромным удовольствием. И когда, допустим, у нас наш замечательный директор Сергей Сергеевич Сидоров говорит нам: ну, девочки, ну зачем вы здесь сидите? Вы же уже закончили работу. Идите домой. Ну, как бы мы любим свой театр. И стараемся, конечно, или артистов, свою работу. А вот так выглядит жидкая кровь. Да, это я не продемонстрировала, это я налила жидкую кровь. Есть несколько видов крови. Жидкая, она выглядит как свежая кровь. Дальше густая и венозная, ну так она называется, да? Венозная? Да, конечно. Ну такая густая уже, как запеченная кровь. Вот сейчас я ее потом на серединку буду наносить и потом делать эффекты застывшей крови, разорванной шрам. Уже страшно становится, посмотрите. Так, давайте. Конечно, когда оно высохнет, мы всегда даем высохнуть, ну, в течение хотя бы минут 15-20, чтобы это выглядело натурально. Так, теперь мы берем густую кровь. Знаете, у меня даже как будто рука болеть стала. То есть настолько перевоплощаешься вот в этот образ, и реально как будто уже болевое ощущение какое-то Да вы что? испытываешь. Зачем вы так? Да, между прочим, такое есть. Вот когда я училась, у меня тоже было, когда нам показывали, как вытекает кровь, допустим, из живота, когда ее распороли, Ужас. рану. Ну, допустим, вот... Психосоматика здесь срабатывает, наверное, сразу и живот болит, и все на свете. Да, у меня, например, болело, да. Когда я вот выполнялась это все, у меня чувство, как будто я испытывала все это сама. Да. Вот это уже густая кровь, да, вы сказали? Да, это уже густая кровь, это уже как запеченная, вы же сказали мне разорванный. Да. Разорванный.
шрам. Так, только я подставлю сейчас вам ватный диск, чтобы это не Костючек капнуло. мне нравится. А она так может засохнуть или нет? Это кровь. Нет, она, конечно, может засохнуть. Конечно, дело в том, что когда мы выполняем такой образ, любой, да, создаем, по крайней мере, образ, наши артисты ведь выходят на сцену и должны проработать это, допустим, лицо, шея, тело. Бывает 2 часа спектакль, чтобы это, естественно, было качественно сделано, четко, чтобы это смотрелось натурально, реально, чтобы это было естественно и натурально. Вот, допустим, уже у нас немножко пошло оттенение. Ну, это, конечно, такие вещи на ваших руках. Ну, вот как будто уже к пальчику, как будто был удар и разорвана рука. Вот и все. Вот и все. Как вы говорите, фокус удался? Да. Вот так вот, дорогие друзья, работают мастера в театре. Это у нас художник по гриму. Обратите внимание, но мне кажется, очень реалистично. А на самом деле это все Косметика. косметика. Это Образ косметика. Конечно, это всего лишь косметика. Ну а сейчас в моих руках находится латексная Накладка. накладка. Собственно, кто-то подумал бы, может быть, это просто кусок резины, да? Да, конечно. Выглядит либо как какое-то хлебобулочное изделие, как вариант, да? На самом деле это латексная накладка, которая имитирует жировую складку. Да, конечно. Это должно было быть где? На шее. Это в спектакле «Обломов». Должно быть у Обломова на шее. Но мы не выполняли ее самостоятельно, мы ее заказывали, как я уже сказала, в городе Якутск. То есть выполняли, по-моему, в Сахатеатре. Вот. Мы попробовали несколько раз. Ну, вот, допустим, вот это на лицо накладка. Где? Как она должна быть? Она, допустим, вот накладывается, наклеивается. И потом гримируется. Еще сверху еще грим, вот эти. Конечно, гримируется качественно так, чтобы эта накладка превратилась в натуральное лицо артиста. Очень кропотливая работа, да? А вот это вот все многоразовое. Многоразовое, но мы не стали. Мы 2 спектакля воспользовались, и мы стали делать самостоятельно, так, как я показала вам. Мы делали из ваты, накладывали накладки, также и делали клеем, и также гримировали, и получалось качество гораздо лучше. Лучше, да? Да. Вот так вот. То есть дело мастера боится, Конечно, так сказать. это более современные методы, конечно, и, возможно, более легкие пути. Но получилось так, что вот более сложными путями мы идем к образу, но получается намного качественнее. Жировая складка, да? Да. Лариса Николаевна, мы благодарим вас за то, что окунули нас, так сказать, в свой мир, в мир профессионала, мастера своего дела, в мир постижерных изделий, грима театрального, да и вообще вот этой вот всей атмосферы театра. Спасибо вам огромное. Мы от себя желаем вам, конечно же, наверное, побольше спектаклей, побольше образов, побольше стажировок, о которых вы мечтаете. Ну и, конечно, побольше довольного, счастливого и, самое главное, доброго зрителя. Я благодарю вас за прекрасные пожелания и благодарю вас за то, что вы ко мне зашли и пообщались с нами, и была рада встрече. И так как я уже сказала, мы очень рады всегда нашим гостям. Ждем вас снова. Спасибо. Ну а мы уже увидимся совсем скоро. До новых встреч!